Итак, еду в Дыргалах посмотреть, что там происходит. Вот по дороге смотрю, территории затопленные тоже. Это вот мне сказали, что вроде как картофельные поля, сенокосные угодья. То есть такая вот территория вся. И чаек столько появилось сразу. Сегодня что-то так тяжело, я проснулся. Я вот замечал, когда вот ты где-то так находишься на природе, ну в каких-то таких вот условиях, вроде сил у тебя прям много, ты нереально готов горы свернуть. Вот когда вот на рыбалке ездил, когда погода там ненастная, я так понимаю, что в эти моменты организм мобилизует какие-то свои резервы внутренние и их тратит на то, чтобы ты был полон сил и энергии. То есть он, возможно, подозревает, ну ему, наверное, кажется, что ты находишься, ну как бы, что твоя жизнь под угрозой, так подсознательно, каким-то там инстинктивным. И вот мобилизуется. Но когда ты оказываешься дома, в нежных условиях, ты просто обмякаешь. Я вчера еле-еле поднялся, там вещи дотащил, лег спать, проспал не знаю сколько времени. И вот я до сих пор не могу вот, в себя прийти, просто сил нету. Ну, это денек, надо восстановиться. Ничего себе, здесь течение. Вода прям сильно прибывает, получается. Я сейчас по карте посмотрел, думал, может быть, это река какая-то здесь проходит и выходит из берегов. Вроде бы нет никакой речки. Получается, что вот такой стремительный поток идет, просто топит территории. Если я ничего, конечно, не путаю. Ну вот, с какой скоростью все несется. Вот сюда все это. Вот там мы сейчас стояли, вот так вот поток идет сюда. Здесь, конечно, он не такой сильный, видите, ну спадает мощь. Там прям вот он, вот там хорошо идет. И вот, получается, разливается по всей территории дорога. И вот туда вот мы, оттуда мы приехали. Все вот это топит. Да, тут лед стоит, получается. Все, ну, по крайней мере, вижу, что до конца, до той стороны. Ну, там, по-моему, остров, это еще не край Лены, не берег. Там остров, берег еще дальше. Вроде бы. Вот там вот он, скорее всего, более вероятно. Еду еще посмотреть в речпорт, что там происходит. Говорят, что тоже там жестко затопило. Вот здесь вот я сейчас мимо проезжаю. Видите, складские помещения какие-то. Жестко тоже затоплено все. Ролик плавно из ледоход в Якутске превращается в паводок в Якутске. Я не знаю, как будто в том году я этого не замечал всего. Или просто я не было времени кататься и смотреть. Речной порт. Ну тут тоже все на грани. Правда, я не помню, как тут должно быть. Ну, наверное, не так. Погодка все лучше и лучше. На выходные обещают вообще до 20 градусов, когда мы будем на сплаве. Посмотрим еще, что творится на 202 микрорайоне, городской пляж. О, ничего себе. Это так жестко затопило. Офигеть. Вот там ледовые скульптуры были. Вот мы зимой ездили, там вниз такой спуск. Причем приличный вниз спуск. Еще новый жилой микрорайон 203. Тут тоже круто. Посмотрим как раз в действии катера на воздушной подушке.
Походу этот пес тут живет. Я его вчера тоже видел. Так, приехал я на следующий день. Пятница. Лед стоит. Хотя взрывали вчера, по-моему, или сегодня опять. Лорб даже направил ледокол, капитан Бабичев. У них тоже есть такая практика. Он там пытался пробить. Но затор еще где-то, я так понял, что между Якутском и Кангаласом еще есть затор. Лед не уходит. Лед стоит, но, по крайней мере, вода сейчас убывает уже. То есть, по крайней мере, этот вопрос решили, что территория больше не затапливает. А завтра уже сплав получается. Мне с утра уже мы уходим на КТМ, это вот в сторону Иланки, это вверх по течению. Там километров 150 где-то. Хотел, конечно, вот еще вам сблизи показать. Вот это, я думал, что этот процесс я точно увижу в любом случае. Поэтому особо не напрягался, чтобы вот его поймать. Чтобы вот сблизи, вот как этот лед идет, вот, глыбы льда вот плывут. Вот это зрелище очень такое завораживающее. Но, походу, не судьба. Ну, там тоже будет интересно, потому что мы выплываем из речки, мы идем сначала по речке, по КТМ, а потом выплываем в Лену. И по Лене еще плывем. И говорят, там лед еще стоит, к берегу где-то не подобраться. Тоже с приключениями. Воды много, течение сильное, есть прижимы. Будет весело. Напоследок еще тут постою с краю, послушаю чаек. Потому что я вернусь, уже эту картину наблюдать, скорее всего, не буду. Приехал еще вечером в 7 часов. Последняя попытка, думал, вдруг пойдет что-нибудь сегодня, но нет. Зато смотрите, как сильно ушла вода. Прям вот вся вот эта территория освободилась. Хорошо, хотя бы вода уходит. Но почему-то пришла сводка МЧС, что возможно опять повышение уровня воды. Но я надеюсь, этого не будет. Пускай уже уходит.